Все самое важное и интересное за эту неделю. 6 миллионов и реальный срок. Прокуратура поддержала обвинение водителя лесовоза. Отопительный сезон. Правила безопасности в частном секторе. Налоговая служба уведомляет, получите электронную подпись до января 2022 года. Боремся с осенней апатией. Советы от психолога. И на паркете спортсмены. В Буревестнике прошли соревнования по чир-спорту. Подробности прямо сейчас. Прокуратура Ухты поддержала обвинение по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя. 41-летний мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. ДТП с участием ухтинца случилось в январе 2020 года. В результате столкновения погибла девушка 95-го года рождения, пассажирка Ауди. Сам же подсудимый был за рулем лесовоза. На темной зимней трассе с плохой видимостью он решил развернуть грузовик. На опасном участке автодороги Ухта-Сыктывкар, 284 километр, если быть точнее. То есть зоны видимости не было абсолютно никакой. Ну и автомобиль Audi в последний момент, не менее чем 45 метров оставалось до Урала, увидел то, что Урал преграждает дорогу, а именно полосу направления движения, преимущество по которой имела Audi, была полностью переграждена. В итоге вся передняя правая сторона легковушки оказалась подгруженным лесовозом. Девушка скончалась на месте. Изначально следствие по этому ДТП было приостановлено. Постановление о приостановлении дела отменила прокуратура при проверке. Предварительное следствие длилось более года. За это время обвиняемый даже не принес извинений потерпевшей стороне. Но сейчас он услышал приговор. 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении. Запрет на вождение транспорта на 3 года. Также суд удовлетворил гражданский иск родителей погибшей. Подсудимый должен выплатить им 6 миллионов рублей. В Коми статистика пожаров пошла на убыль. За 9 месяцев текущего года по сравнению с прошлым количество возгораний на 55 случаев меньше. Но Ухта этим похвастаться не может. 124 факта, как и в прошлом году. Вклад в это делают и любители дачной жизни. На улице все холоднее, но дачный сезон для многих садоводов продолжается. Они еще пользуются домами в садово-огородных товариществах, при этом активно используют печное отопление. Именно этот факт провоцирует сезонный рост статистики у пожарных. Буквально через день огнеборцы выезжают в соты. Только за неполную прошедшую неделю таких выездов было 2. В обоих случаях горели дачные постройки. Также совсем скоро будет передано дело в суд, возбужденное в отношении дачника, у которого сгорела не только своя баня, но и 2 соседские. А все потому, что при использовании печи многие надеются на авось. В итоге миллионные ущербы. Хотя правила, которые нужно соблюдать, не такие уже сложные. Необходимо обслужить печное оборудование, проверить соответствующую разделку, отступку, притопочный лист, обслужить дымоход трубы, посмотреть, чтобы не было прогаров по всей его площади. Топки печи у нас нагреваются печные элементы, такие как дымоход. Дымоход способен, так как он железный, передавать теплоэнергию на горючие конструкции, в результате чего деревянные конструкции возгораются и сначала может происходить незаметное тление, переходящее в горение. Важно при монтаже печного оборудования соблюсти расстояние от дымохода до деревянных конструкций, а это не менее 50 сантиметров. Дачники часто пренебрегают этим правилом, так как хотят, чтобы лучше сохранялось тепло в доме. Но из-за нагревающего деревянное перекрытия дымохода дом может сгореть, как спичка. Также пожарные советуют не оставлять печи на время топки без присмотра. Именно это может спасти и ваше имущество, и постройки на соседних участках. На пороге тот период осени, когда от золота уже ничего не осталось. Листва опала, а солнышко все меньше радует нас своим присутствием. Несмотря на то, что человек от зверей забрался по эволюционной лестнице далеко,
Циркадным ритмам мы подвержены так же, как и животные. Заяц меняет шубу, медведь впадает в спячку, а человек замечает у себя упадок сил и эмоциональную подавленность. Как бороться с этой сезонной хандрой, мы спросили у психолога Александры Тулиновой. Первое, что отмечает специалист, помните, это временно и абсолютно нормально. А чтобы пополнять свои ресурсы, стоит придерживаться простых правил. Очень важен продолжительный и качественный сон, то есть не менее 7-8 часов в день. И вот я бы порекомендовала, я знаю, что многим, может быть, это сложно, но примерно за час до сна все-таки постараться отказаться от просмотра фильмов, от скроллинга вот этой вот бесконечной новостной ленты, которая никак нас не отпускает, да, поскольку вот этот вот синий мелькающий экран, он препятствует выработке мелатонина, что мешает засыпанию. Также психолог советует бороться с желанием укутаться в пледик и смотреть весь вечер сериал. Нужна активность, подойдет даже обычная прогулка на свежем воздухе. Идеально, если она будет в светлое время, например, на обеденном перерыве. Но, разумеется, не в ущерб приему пищи. Это, как оказывается, тоже важно. Полноценное разнообразное питание и никаких диет. Если ограничения в еде не порекомендованы врачом, они также могут навредить эмоциональному фону. Но еще один совет – обнимайтесь. Опять же, поскольку мы животные социальные, нам крайне важно взаимодействие с другими людьми, находиться в социуме, быть с близкими. Поэтому уделяйте время своим друзьям, своим родным, даже когда вам кажется, что вот не хочу совсем, вот не хочу, мне так лень, мне что-то так плохо, попробуйте. А если вы займетесь с друзьями какими-то общими увлечениями, то от осенней хандры не останется следа. Хобби также помогают в выработке гормонов удовольствия. Ну и напоследок, балуйте себя. Яркой шапкой или стаканчиком кофе с кленовым сиропом неважно. Главное, чтобы приносило удовольствие. Но помните, если подавленность, опустошение и сниженный жизненный тонус длятся продолжительное время, это повод обратиться к врачу. Налоговая стала выдавать электронные подписи. Кто, как и на каких условиях может получить их? С 1 июля текущего года Федеральная налоговая служба начала реализацию нового проекта по выдаче квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и нотариусов. Данная подпись является легитимной, и срок действия ее 15 месяцев. Данную услугу можно получить бесплатно абсолютно. Срок действия ключей, выданные коммерческими удостоверяющими центрами, будет заканчиваться 1 января 2022 года, при условии, что эти коммерческие центры не прошли аккредитацию и не являются доверенными лицами удостоверяющего центра Федеральной налоговой службы. Для этого налогоплательщик может обратиться в любой удостоверяющий центр Федеральной налоговой службы. Наша инспекция, межрайон номер 3 по Республике Коми, как раз и является таким центром. Нотариусы, юридические лица, индивидуальные предприниматели могут обратиться по адресу город Ухта, улица Пушкина, дом 2. Налогоплательщики могут либо сами прийти в инспекцию, либо воспользоваться сервисом на сайте Федеральной налоговой службы, онлайн-запись на прием в инспекцию. Либо также можно воспользоваться личным кабинетом физического лица и направить нам заявление на получение электронной подписи в электронном виде. Но нужно при этом помнить, что если налогоплательщик в течение 5 календарных дней не обратится в инспекцию для получения электронной подписи, то данное заявление будет аннулировано. Для получения подписи налогоплательщику нужно иметь паспорт, нужно иметь СНИЛС, нужно иметь с собой носитель ключевой информации для того, чтобы записать сертификат и ключ электронной подписи. И нужна документация на этот ключевой носитель. Если документации нет, то можно воспользоваться скан-образами с сайта ФСБ России, ВСТЭКа, или взять у производителя носителя ключевой информации. Это защищенный носитель, куда записывается ключ электронной подписи, который обеспечивает требуемый уровень защищенности этой электронной подписи. То есть на обыкновенный флеш-носитель мы не записываем данную информацию, так как электронная подпись может быть скомпрометирована. Услуга представляется в течение 15 минут. Но когда плательщик подает заявление, проходит стадия идентификации плательщика. Она может занимать по техническим причинам до 5 дней. Услуга является экстерриториальной, поэтому плательщики могут обратиться в любой удостоверяющий центр Федеральной налоговой службы.
200 налогоплательщиков, это и юридические лица, и индивидуальные предприниматели, уже обратились за получением квалифицированной электронной подписи. Любая информация в электронном виде, которая подписана ключом электронной подписи, она является электронным документом и равнозначна документу на бумажном носителе, который подписан собственноручно. В настоящее время успешно проведена апробация этой подписи практически на 8 основных электронных площадках и 12 дополнительных общероссийских торговых площадках. В перспективе все электронные площадки должны поддерживать электронные подписи, выданные Федеральной налоговой службой. Плюсов много. Например, то, что касается услуг, которые предоставляет Федеральная налоговая служба. Большинство из них предоставляется в электронном виде. И в части из них необходимо как раз применение квалифицированной электронной подписи. Так, например, для того, чтобы направить декларацию или отчетность в налоговый орган, можно воспользоваться бесплатным сервисом. На текущий момент налогоплательщик сейчас может обратиться в такие организации за техподдержкой, как СКБ «Контур», «Тензор», «Такском». Кроме того, всегда можно обратиться на горячую линию единого контакт-центра Федеральной налоговой службы. Можно обратиться в любой удостоверяющий центр Федеральной налоговой службы, то есть к нам в инспекцию, проконсультироваться по вопросам, которые могут возникнуть в результате использования электронной подписи.